Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Северо-Восточный федеральный университет реализует больше 500 программ дополнительного профессионального образования. Перечень программ планировалось расширить. Какие курсы наиболее востребованы и удалось ли справиться со всеми планами в этом году? Гостья студии Майя Курнева, директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open. Майя Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как прошел этот год для Института Open? Какие можете отметить наиболее важные события? Я считаю, что для нашего института год был удачным, плодотворным. Как мы все знаем, что в прошлом году Северо-Восточный федеральный университет стал победителем программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030». И дополнительное профессиональное образование является одним из показателей выполнения данной программы. Так как наш институт является оператором всего доп. Образования Северо-Восточного федерального университета, то есть мы как раз-таки выполняли вот этот показатель. И в этом году нам действительно удалось добиться годового показателя. Мы даже его перевыполнили. В этом году мы обучили 13 680 слушателей по различным программам. То есть в университете у нас всего 18 учебных подразделений, но тем не менее 25, то есть 18 плюс 7, 18 учебных подразделений и 7 структурных подразделений как раз-таки разрабатывают и реализуют дополнительное образование. И все вместе мы, получается, смогли достичь такого результата. Еще одним из таких важных показателей, я считаю, для нашего университета является проект «Цифровые кафедры». В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» этот проект также реализуется на основе в рамках «Приоритета 2030». По данному проекту мы ежегодно должны будем обучать наших студентов цифровым профессиям. То есть ребята могут получать дополнительные знания, дополнительную профессию именно по дополнительному образованию, а именно по программам переподготовки. И для себя лично я хочу сказать, что для меня был именно результатом в том, что мы уже начали разрабатывать программы для серебряного возраста. Это для пенсионеров и предпенсионеров. Совместно с Пенсионным фондом России в этом году на бесплатной основе мы обучили 50 пенсионеров по программам компьютерной грамотности и умный гаджет. Все. Какие курсы наиболее востребованы и удалось ли расширить перечень курсов? Вы уже рассказали как раз-таки о курсах по серебряному возрасту. И на что ориентируетесь при организации вообще тех или иных курсов? Самые востребованные курсы вообще являются курсы, которые требуют определенные надзорные органы. То есть это противодействие коррупции, противодействие терроризма, первая медицинская помощь и так далее. И в основном оно направлено, конечно, на педагогических сотрудников. Что касается курсов, мы в этом году разработали более 270 курсов. И, соответственно, перечень мы будем, конечно, с каждым годом расширять. На что мы ориентируемся? В первую очередь это на потребность рынка, на потребность работодателя, потому что дополнительное профессиональное образование – это практикоориентированное, и, соответственно, требует как раз-таки требований работодателя. Соответственно, все программы, которые мы разрабатываем, проходят экспертизу у участников рынка труда. А в среднем как долго длится обучение? У нас, получается, дополнительное профессиональное образование, оно делится на курсы повышения квалификации. Они начинаются от 16 часов. То есть это 2 дня по 8 часов. Что касается программ переподготовки, они начинаются с 250 часов. Самые минимальные мы укладываемся в 3 месяца. Open участвует в исполнении госзадания по антитеррору. Каких успехов удалось достичь в этом направлении? Да, мы уже 2-й год работаем в рамках учебно-методического центра. Эти учебно-методические центры были созданы в 2018 году Национальным антитеррористическим комитетом. То есть на эти учебные центры возложены обязанности разработки и проведения курсов по профилактике терроризма и экстремизма.
То есть, и получается, эти центры, они созданы в 10 федеральных университетах и во всех филиалах РАНХИКС. В этом году мы получили госзадание на обучение 400 человек по республике. Ну, конечно, были слушатели из Дальнего Востока, как бы мы всех набираем. Вот. А так, в общем, мы обучили 733 человека в общем. У нас, получается, основные курсы — это профилактика терроризма, и 4 курса как раз-таки были запущены в рамках госзадания. Они были спущены нам как раз-таки Министерством образования и науки Российской Федерации после экспертизы Национального антитеррористического комитета. Вот как построена работа с другими регионами? Вы уже вот кое-что отметили, что вы работаете, в принципе, со всеми. И будет ли расширена география? Мы в этом году, да, активно начали рассылать как бы наши предложения по Дальнему Востоку. Около 5 организаций, как раз-таки коллективные заявки были по профилактике терроризма, по антикоррупции. И да, вот в следующий год мы ставим себе задачу расширения географии с точки зрения выхода уже на российские регионы. И с Департаментом международной связи Северо-Восточного федерального университета мы сейчас как раз-таки прорабатываем тоже вопросы по разработке курсов именно уже выхода на международные рынки. А вот как работаете с другими регионами? У вас курсы проходят в режиме онлайн, наверное? Да, мы полностью разрабатываем курсы онлайн. У нас очень, ну, я скажу, хорошая команда разработчиков, педдизайнеры, ребята, которые как раз-таки ориентированы в разработке курсов в онлайне. Вот вы активно занимаетесь также проведением стратегических сессий. Что это такое и как это может помочь компаниям в их работе? Ну, стратегические сессии — это некого рода мозговые штурмы. Что в них хорошего, что они позволяют достичь за короткое время общее видение сотрудников организации, что позволяет очень быстро договориться об определенных действиях, о дорожной карте, о проектах развития. И мы начали с этого года внедрять элементы стратегических сессий в образовательный процесс. То есть если раньше мы знаем классические, это преподавание лекций, возможно, некая практика, сейчас мы уже прорабатываем некие элементы и заставляем, не то что заставляем, участники данных образовательных курсов как раз-таки уже самостоятельно пытаются разработать те или иные инструменты анализа, тем самым более, мне кажется, эффективно закреплять их уже в навыки. То есть обучение проходит в комбинированном формате? Да. И мы это называем обучение через деятельность. Обучение через деятельность, Да. то есть практика сразу на месте? Да. Вот. Но какие цели ставит перед собой институт в наступающем году? Какие курсы будут запущены в 2023? Цели, конечно, увеличение программ, увеличение наших слушателей, выход уже на другие рынки. Но если что говоря по курсам, по цифровой кафедре у нас было разработано 16 курсов, 16 программ переподготовки. И сейчас мы уже готовы предлагать эти программы населению. В следующем году будет упор, конечно, сделан тоже также по цифровым компетенциям, но в следующем году мы хотим уже пойти по отраслевому признаку. То есть разрабатывать не просто общие программы для всех, а именно сделать программы для медицинских, например, наук, для горно-геологических, для энергетиков, и также, конечно же, педагогов. То есть по отдельным направлениям получается? Да, то есть будем делать программы по переподготовке именно по цифровым компетенциям, по отраслям. А вообще, почему важно дополнительное образование в современной жизни? Очень важно, на самом деле, для поддержания своей конкурентоспособности и повышения стоимости на рынке услуг. Есть такая концепция «ай-навыки». Что она предполагает? Это «ай», когда человек компетентен только в одной узкоспециализированной теме. Дальше вот эта концепция, она начала эволюционировать, и пошли уже «ти-навыки». То есть когда человек разбирается в узконаправленной и, в принципе, знает поверхностно смежные, то есть буква «Т».
Также, ну, и идет дальше, получается, эволюция, это уже М-навыки, когда уже в 3 компетенциях. Ну, я читала в разных источниках уже и 4, и 5. И на самом деле, если вот от лица работодателя, мы же ищем сейчас не просто системных администраторов. Нам сейчас нужны как минимум, чтобы он умел делать сайты, чтобы он, возможно, мог быть СММщиком, желательно на языках программирования, а желательно еще на 2, на 3. Соответственно, конечно, работодатели ищут уже ну, человека со множеством компетенций. Вот, и, соответственно, ну и, например, что касаемо экономистов, да, тоже экономистам сейчас ты должен быть и аналитиком, ты должен быть и бухгалтером, ты должен еще и разбираться в юриспруденции. Вот. А дополнительное профессиональное образование является инструментом как раз-таки короткого приобретения этих тех навыков, которые необходимы. Вот. И я считаю, что человек, который хочет развиваться, как бы, да, обязательно должен постоянно учиться, постоянно развиваться. Ну и как раз-таки дополнительное профессиональное образование поможет этому. Ну, действительно, для работодателя всегда будет востребован человек, способный решить многие задачи, да, а не ограничиваться на одной. Ну и давайте в завершении нашего разговора расскажем нашим телезрителям, как можно попасть на ваши курсы, куда обращаться. Ну, мы располагаемся к ФЕНе, корпус факультета естественных наук, 532 кабинет. А так, конечно, у нас есть сайт dpo.svfu.ru. Ну, то есть можно через сайт. Мгм. Хорошо, Майя Васильевна, ну, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в наступающем году. Ну и, конечно, побольше курсов на пользу жителей Якутии. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.